70-летний юбилей отметила пианистка, известный музыкальный деятель, заслуженная артистка Российской Федерации Аиза Решетникова. Она долгое время работала на якутском телевидении и была первой, кто рассказывала о музыке в своих передачах на телевидении и радио НВК «Саха». Сюжет нашего корреспондента Саргаланы Захаровой. Соавтор композитора. Так говорят, отмечая высокую ответственность. Аиза Петровна Решетникова родилась накануне победы в Великой Отечественной войне. Ее отец – артист музыкально-драматического театра и первый якутский киноактер Петр Решетников очень хотел, чтобы Аиза стала просветителем своего народа. Вот он мне когда-то наказал: вот ты же учишься в Москве, одна из немногих. Вот в Европе были века просвещения, а ты должна стать просветителем своего народа. Вот учись, ходи во все концерты, во все музеи и театры, так что тебе предстоит большая работа. Я, в общем-то, думаю, что могу с чистой совестью сказать, что наказ его я выполняю во всех ипостасях. Долгое время Аиза Петровна работала на НВК «Саха» концертмейстером и создала первые теле- и радиопередачи о музыке и творчестве якутских композиторов. На НВК это было... Я очень просто счастлива, что попала не в театр оперный. Понимаете, вот меня Галина Михайловна Кривошапка отвоевала. И вот я стала владеть этой новой специальностью для себя, музыкального комментатора. С 1990-х годов и по настоящее время Аиза Решетникова занимается исследовательской деятельностью. Ее основная тема – связь якутского героического эпоса «Алонхо» с другими жанрами якутского фольклора. Она также изучает культуры и творчество северных народов. Самым большим достижением является вот идея открытия музея музыки и фольклора. Музеев фольклора нет. Вот попробуйте вот представить себе, как устный памятник, он нематериальный, его нельзя повесить на гвоздь, нельзя как картинку повесить, вот, или поставить куда-то в угол. А вот его представить, вот это очень трудно. Мы фактически являемся музеем науки о фольклоре. Сейчас, накануне праздника 8 марта, 25-летия создания музея и 45-летия творческой деятельности, Аиза Решетникова с научными сотрудниками музея организовала выставку «Женский лик Арктики». На ней представлено творчество и наследие известных женщин-представительниц народов Севера. На ком держится весь мир? На ком держится весь Север? Самая трудная климатическая зона. Конечно же, на женщинах. И вот эти женщины создали всю культуру фактически и поддерживали ее. Спустя почти полвека можно с уверенностью сказать, что Аиза Решетникова выполнила наказ своего отца и добилась самого главного. Благодаря ее работе музыка стала частью жизни для многих якутян. Саргалана Захарова, Иван Семенов, НВК «Саха», Якутск.